Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. В Северной Осетии участились случаи телефонного мошенничества. Аферисты пользуются самыми разными и достаточно правдоподобными способами, чтобы заполучить крупную сумму денег. Как орудуют мошенники, в репортаже Земфиры Лулаевой. Первые два иска обманутых вкладчиков Дигбанка уже подали в суд. Клиенты пытаются вернуть около 500 и 150 тысяч рублей соответственно. Первое заседание пройдет после того, как АСВ признает законность требований вкладчиков. Отопительный сезон должен быть безопасным. Профилактические операции жилища и отопления проходят в Северной Осетии. Сотрудники МЧС разъясняют жителям республики важность соблюдения правил пожарной безопасности. Эти и другие темы далее подробно. Изобретательность аферистов не знает границ. В Северной Осетии очередной пик творческого вдохновения у телефонных мошенников. Каждый раз легенды от имени полицейских становятся все более правдоподобными. Эллада Дзукаева – одна из тех, кто попался на крючок аферистов. Обманным путем они пытались заполучить крупную сумму денег. Совсем недавно мне позвонил представитель одного из банков, сказал, что нужно уладить проблемы с моей карточкой. Когда я стала разбираться в этом, к сожалению, не додумалась пойти в банк, спросить, что же там произошло, он представился, сказал, что мы все можем решить по телефону. Попросил меня продиктовать ему номер карточки, соответственно, пин-код карточки, и спросил, когда ли мне последний раз приходили туда деньги. Я дала всю нужную информацию. После мне стали приходить СМС-уведомления, то что какие-то значительные суммы стали пропадать с моей карточки. Чаще всего на удочку преступников попадаются абоненты сотовой связи. Аферисты просят людей перевести им деньги. Жертвами становятся не только одинокие пенсионеры. Мошенникам охотно верят и молодые люди. А все дело в ловких приемах. Я знала, что такое может случиться, но никогда не думала, что это может произойти со мной. По данным прокуратуры, в этом году жертвами телефонных жуликов стали более 1000 человек. Есть даже рейтинг самых распространенных схем мошенничества. На первом месте так называемое мошенничество вслепую. Это любые звонки или сообщения об услугах, лотереи и выигрыше. На втором – звонки от имени родного человека, за которого нужно отдать деньги, чтобы спасти его жизнь. Замыкают тройку – звонки на стационарные телефоны. В последнее время на территории республики участились факты мошенничества с использованием сотовой связи. В частности, мошенники представляются должностными лицами контролирующих и правоохранительных органов республики, поясняют, что в отношении вас поступила жалоба и вам необходимо явиться для разбирательства. Одновременно мошенники просят по пути следования забросить на обозначенный номер сотового телефона определенную денежную сумму и забрать чек вместе с собой, якобы для того, чтобы по прибытию на место эта сумма была возвращена вам. Если вы стали жертвами мошенничества, обращайтесь по телефонам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Расскажите свою историю знакомым, родственникам и распространите информацию посредством интернета. Это поможет в борьбе с мобильными мошенниками. Земфира Лулаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Североостинское отделение партии «Единая Россия» провела видеоконференцию с Сергеем Лавровым. В мероприятии приняли участие все 85 региональных отделений правящей партии, представители правительства Северной Осетии и эксперты. Лекция прошла в рамках проекта «Гражданский университет» и была посвящена актуальным вопросам внешней политики страны, в частности, ситуации на Украине и отношениями с Соединенными Штатами. Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас мир переживает переходный период, смену эпох. Растет влияние стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Отдельно глава МИД остановился на ситуации в Сирии и Ираке и арабско-израильском конфликте. По мнению руководителя внешнеполитического ведомства, западные коллеги пытаются плыть против течения вопреки объективным факторам становления многополярного мира. По окончании лекции представители региональных отделений задали свои вопросы. Ангела Кубалова, Лена Гаглоева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Первые два иска обманутых вкладчиков Дигбанка уже подали в суд. Клиенты пытаются вернуть около 500 и 150 тысяч рублей соответственно. По словам юриста Аслана Сусранова, теперь бумаги направят в Москву. Их должна получить третья сторона дела – агентство по страхованию вкладов. Первое заседание суда пройдет, как только специалисты АСВ признают законность притязаний истцов. Напомним, это вклады, которые не были застрахованы или проходили через черную бухгалтерию банка. Этот вопрос с АСВ обсуждался, АСВ они сказали, у нас нет оснований выплачивать эти страховые суммы, пока не будет решения суда. Но если все документы нормальные, если вкладчик сдавал деньги, если договор действительный, то мы будем признавать такие иски.
А если они будут такие иски признавать, это значит автоматически это будет решение суда, вступившее в законную силу, и значит они будут выплачивать тогда в последующем эти деньги. Параллельно готовится еще порядка 150 исков. Команда юристов временно приостановила прием документов до 28 октября. После этой даты вкладчики Дигбанка, которые так и не получили страховые выплаты, опять смогут обратиться за консультацией. Иски подаются на сумму до 700 тысяч рублей. Те же, у кого в банке лежала большая сумма, тоже смогут претендовать лишь на 700 тысяч. Для того, чтобы получить остальные деньги, необходимо обратиться к конкурсному управляющему и встать в реестр кредиторов. Задолженность перед ними будет погашена за счет продажи активов Дигбанка. Яна Гагиева, Атсамас Кочиев, Осетия ТВ. Сократить очередь в детские сады, проверить соблюдение санитарных норм и качество питания. Такие задачи стоят перед депутатами собрания представителей Владикавказа. Накануне первой сессии чиновники собрались, чтобы разработать план действий. Глава муниципального образования Махарбек Хадарцев отметил, что в городе около 8 тысяч детей, которые до сих пор не определены в детские сады. К работе депутаты приступят уже завтра. За неделю они должны обойти около 60 дошкольных учреждений. Необходимо выявить проблемные точки и разобраться с прозрачностью очередей. Для этого создали специальные анкеты, которые распространят по дошкольным учреждениям. Более того, депутаты смогут лично удостовериться, в какой обстановке воспитываются дошколята. Мы, депутаты, будем не просто смотреть по анкете, по опроснику какие-то общие данные и выявлять со слов воспитателей это все. Нам задача поставлена такая. Вот вы идете в детский сад, смотрите, хотели бы вы, чтобы ваши дети там воспитывались. Вот если хотели, почему? А если не хотели бы, то почему? То есть нам нужны конкретные, выявить все за и все против. В Москве на медицинском факультете Российского университета дружбы народов торжественно открыли мемориальную доску Тимирбулату Березову. Событие приурочили к 90-летию известного ученого. Он не дожил до своего юбилея полгода. На церемонию открытия пришли все, кто знал доброго учителя, большого ученого и замечательного человека. Именно он основал и возглавил кафедру биохимии медицинского факультета Университета дружбы народов. Академик Березов – обладатель высоких государственных наград. Но я думаю, что вот эта памятная доска, она будет для нас с вами, и особенно для молодежи, очень хорошим уроком жизни, того, как надо себя строить, как надо строить свои отношения в коллективе, с тем, чтобы тебя потом вот так увековечить. Профилактические операции жилища и отопления проходят в Северной Осетии. Сотрудники МЧС разъясняют жителям республики важность соблюдения правил пожарной безопасности. Особое внимание уделяют неблагополучным семьям, а также людям, нуждающимся в социальной поддержке. Сегодня межведомственная комиссия посетила дом на улице Тельмана. Здесь живет участница Великой Отечественной войны Ольга Астафьева. В ее квартире чисто и уютно, но есть небольшой запах газа. Специалисты проверяют аппаратуру. Утечки нет. Пахнет, да? Пахнет. Пахнет, знаете почему? Потому что у них нет вентиляции, видите, закрыто. Кухня маленькая, нет вентиляции. Из-за этого появляются вредные запахи. Члены комиссии советуют проветривать помещение. Специалисты также посетили один из домов в поселке Заводской. Там живет неблагополучная семья. Хозяйки дома не оказалось. Грубые нарушения пришлось демонстрировать несовершеннолетней дочке. Многочисленные неисправности в электропроводке видны невооруженным глазом. Электросчетчик буквально висит на одном проводе. Нет и газового отопления. Одна комната обогревается пожароопасным прибором. Обогреватель он у нас, конечно, заводского изготовления. Ну, то, что вещи на нем сушить, это все запрещено. То же самое. Они... Курите, да, дома? Только во дворе мама. Мама? Да, бычки, да, вон на комнате находятся. Ну, вот основа вот так. Конечно, это здание тоже ветхое. Все. Ни плафонов, ничего нету. Последний адрес, по которому выехала комиссия – дом на улице Ильхотовская. Хозяйка выпивает, дочь на учете в полиции по статье бродяжничества. Инспекторы проводят с домочадцами разъяснительную беседу, вручают памятки. Рекомендуем пользоваться только заводского изготовления и при этом отапливать свои жилища. Также с газом нужно быть очень осторожно в данной ситуации, потому что они пользуются тоже отключенные, баллоны где-то находятся вот это. Ну, при данной ситуации вот так.
Подобные рейды проводятся по всей республике. Они проходят в рамках месячника гражданской обороны. Яна Гагиева, Ирина Санакоева, Алан Кайтуков, Осетия ТВ.